Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе россиянин Денис Лебедев проведет бой против южноафриканца Табисом Чуну за титул чемпиона мира Всемирного боксерского совета WBC Silver. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Сообщается, что соответствующее письмо от WBC было отправлено в промоутерскую компанию в среду. Также были назначены и официальные лица поединка. Бой между Лебедевым и Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. В активе Мчуну 21 победа, из них 13 нокаутом и 5 поражений. Лебедев объявил о завершении карьеры в июле прошлого года. Однако позже принял решение вернуться на ринг. Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы, из них 23 нокаутом и 2 поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года и одержал победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версии WBA 5 раз и IBF в 2016 году. Всероссийская федерация плавания утвердила состав национальной команды на чемпионат Европы на короткой воде. Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, в него вошли рекордсмен мира, призер чемпионата мира Климент Колесников, также олимпийский призер Владимир Морозов и призеры чемпионата мира Мартин Малютин и Владислав Гринев. Чемпионат Европы на короткой воде пройдет в британском Глазго с 4 по 8 декабря. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» дома проиграл чешскому Нимбургу со счетом 73-82 в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов. Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Шаван Льюис, набравший 20 очков. В составе чешского клуба больше всего очков набрал форвард Иван Альмейда. В его активе 19 очков. В турнирной таблице группы «С» Нижний Новгород занимает третье место с 3 победами и 2 поражениями. Нимбург возглавил таблицу, победив в 4 играх из 5. Действующим победителем является итальянская Болонья. Лига чемпионов – это третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка. Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в матче второго тура итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP, который проходит в Лондоне. Напомню, призовой фонд соревнований составляет $9 миллионов. Матч завершился со счетом 3-2 по сетам в пользу 33-летнего испанца. В третьем сете 23-летний Медведев вел со счетом 5-1, но затем проиграл 5 геймов подряд. Спортсмены провели третью очную встречу. Во всех побеждал Надаль. В предыдущий раз они встречались в сентябре в финале открытого чемпионата США, где Медведев уступил также по сетам 2-3. Медведев занимает 4-е место в мировом рейтинге, а Надаль является лидером. За карьеру он выиграл 84 турнира ATP в одиночном разряде, в том числе 19 турниров в серии «Большого шлема». Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября. Нападающий американского футбольного клуба Лос-Анджелес Galaxy швед Златан Ибрагимович объявил об уходе из команды. Об этом 38-летний спортсмен сообщил на своей странице в соцсети. Контракт нападающего с клубом истекает в конце этого года. Цитата: «Я пришел, я увидел, я победил. Спасибо Лос-Анджелес Galaxy за то, что заставил меня снова почувствовать себя живым. Для фанатов: вы хотели Златана? Я дал вам Златана. История продолжается», написал шведский игрок. Ибрагимович перешел в Лос-Анджелес Galaxy из английского Манчестер Юнайтед в прошлом году. За клуб из США он сыграл 58 игр, в которых забил 53 мяча и сделал 15 голевых передач. Футболисты национальной сборной Чили отказались проводить гостевой товарищеский матч против команды Перу из-за социального кризиса в стране. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Чили. В начале ноября Федерация футбола Чили сообщила, что товарищеский матч против команды Боливии, который был назначен на 15 ноября в Сантьяго, отменен из-за продолжительных в стране протестов. Позднее Южноамериканская конфедерация футбола сообщила, что финальный матч престижного турнира Южной Америки будет перенесен в Лиму. Матч должен был пройти в чилийской столице 23 ноября. Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября, после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо. Позднее беспорядки охватили и другие города страны. По официальным данным, погибли более 20 человек. Также пострадали больше 1500, задержаны свыше 4000 человек. Власти также проводят расследование обстоятельств гибели 5 человек в результате действий правоохранительных органов. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.